Привет, друзья! С вами я, Михаил Серкилий, и новый выпуск специального проекта об истории гагаузов Nocta Life History, который мы реализуем совместно с доктором истории и журналистом Штефаном Бежан. В прошлой передаче мы говорили о происхождении гагаузов. Из проверенных исторических источников мы видим, что до сих пор не существует широко признанного консенсуса среди историков относительно средневекового народа, который лег в основу формирования гагаузского народа. Также мы замечаем, что средневековая история гагаузов полна противоречий и неточных данных. Это привело к возникновению множества мифов вокруг истории гагаузского народа. В сегодняшнем выпуске мы рассмотрим еще один миф, широко поддерживаемый гагаузскими историками. Падение коммунизма привело к национальному возрождению гагаузов и неизбежно возродило их национализм. Фактически после 1990 года происходит романтическая фаза гагаузского национализма, которая характеризуется возрождением моментов славы прошлого, а также большим вниманием к традициям и народным обычаям. В поисках собственной идентичности и стремясь приписать себе значимую роль в истории, гагаузы начали искать в своей давней истории воспоминания о возможной предыдущей политической независимости. Так возникла необходимость переписать историю гагаузов, в которой выделяется коллективная воля достижения автономии. Одна из тем, которая вызвала значительный интерес, связана с желанием гагаузских интеллектуалов показать, что ранее у гагаузов была амбиция создать свое собственное государство. С точки зрения коллективного сознания, существование гагаузского государства до 1990 года показало бы, что у гагаузов была развита национальная идентичность задолго до развала Советского Союза. Большое внимание уделялось восстанию под руководством Андрея Галацана, а также особое внимание уделялось государству Добротича, которое гагаузские интеллектуалы считают гагаузским государством. Как возникло государство Добротича на территории современной Добруджи и являлось ли оно действительно гагаузским государством, об этом мы поговорим в сегодняшнем выпуске. Деспотат Добруджи или страна Карвуна была государством, в состав которого входили территории, находящиеся в настоящее время в северо-восточной части Болгарии и юго-восточной части Румынии. Воспользовавшись тем, что Византийская империя находилась в постоянном политическом и военном упадке, несколько территорий в регионе Добруджи отделились и создали новое государственное образование в 1347 году. Раскол произошел изначально благодаря вмешательству болгар-куманского дворянина из семьи Тертер по имени Балика, но расцвет могущества этого государства пришелся на время правления его брата Добротича, которому государство, собственно, и обязано своим существованием. Появление на европейской арене формы государственной организации в Добрудже в XIV веке вызвало со временем множество противоречий о господствующем народе, лежавшем в основе формирования добруджского деспотата. История этого государства, а также исторические события, происходившие в XIV веке в регионе, где проживал гагаузский народ вместе с мозаикой народов, вызвали интерес многих исследователей. Изучение этой исторической темы вызвало в XX веке ожесточенные дебаты между румынскими и болгарскими историками. Особенно в центре этих научных дискуссий находился румынский историк Николай Йорга и болгарский историк Петър Мутавчиев. И дискуссии были сконцентрированы вокруг государства, основанного деспотом Добротичем в середине XIV века. Спор связан с присоединением Румынии Южной Добруджи в 1913 году, в конце Второй Балканской войны. Таким образом, румынские и болгарские историки оказались втянутыми в ожесточенные дебаты, стремясь доказать историческую принадлежность Добруджи либо к Румынии, либо к Болгарии. С утверждением гагаузов как народа и возникновением гагаузской элиты местные историки выдвинули идею о том, что государство Добруджа, возглавляемое Добротичем, было сформировано вокруг гагаузского народа. Большинство исторических источников говорят о тюркском происхождении архонта Балика, брата Добротича. Например, Анастас Иширков говорит, что архон Балика, по-видимому, куманского происхождения. Его имя Балика тюркское, а о его брате Добротиче говорит, что он может быть болгаризированным куманом. И Петър Мутафиевич говорит о Балике, что он куманского происхождения.
вероятно, потомок тех куманских бояр, которых татарское нашествие на территории вокруг Черного моря разбросало по Венгрии, Византии и Болгарии, где они нашли новую родину. Однако куманское происхождение Балики не является убедительным аргументом в пользу того, что это государство было гагаузским. Имя Басараба I, основателя Валашского княжества, также кажется куманским по происхождению, но мы все знаем, что он правил над румынами, а не над другими народами. Гагаузские историки поспешили считать без какого-либо надлежащего документального или археологического обоснования, что государство Добруджа было чисто огузским или даже гагаузским, опираясь также на то, что известный османский путешественник Эвлия Челеби в 1659 году, проезжая по территории между Дунаем и Черным морем, называл этот регион Узи-Эолетом или землей узов, а его жителей читачи, так называемыми тюрками христианской веры, которые говорили на испорченном тюркском языке. Названная в древности Скития Минор, Добруджа была первой провинцией современного румынского государства, завоеванной Римской империей. Воспользовавшись военным ослаблением Римской империи, начиная с VII века и до появления государства Добротича, эта область была коридором, через который прошло множество мигрирующих народов. Болгары, славяне, куманы, угузы, печенеги, а также другие народы. Исторические реалии показывают, что в XIV веке, к моменту появления на карте Европы Добруджанского деспотата, эта территория была заселена смешанным населением тюркского, славянского и даже латинского происхождения. В то же время мы знаем, что миграция гагаузов в Бессарабию в конце XVIII века, первой половине XIX века произошла именно из территории, находящейся в составе Добруджанского государства. О существовании предгосударственного образования, населенного узами в первой половине XIII века с названием Цара Карвуна упоминают также некоторые румынские историки. Георгий Братяну упоминает письмо, отправленное болгарским царем Иоанном Асаном II в 1230 году купцам из города Рагуза, Дубровник, с которыми болгары поддерживали хорошие торговые и политические отношения, в котором говорится, что в Каварне находится народ тюркского происхождения и православной религии, а также существует государственное образование. Этимология населенных пунктов, расположенных на территории деспотата Добротича, также указывает на присутствие тюркских народов в этом регионе. Многие из них имеют тюркские названия. Название Карбона происходит от слова «уголь». Побережье Черного моря между Варной, Каварной и Мангалией было богато лесами, и жители региона готовили мангал, что в тюркском языке означает «уголь». Отсюда и название Карбуна-Хора или Карбуна-Терра, а также название города Мангалия, бывшей греческой колонии Калатис. Учитывая, что гагаузы – это тюркский народ, возможно, именно они дали название этому населенному пункту. Таким образом, мы можем утверждать, что и гагаузский народ, или точнее агузы, принимали участие в создании и укреплении государства, возглавляемого деспотом Добротичем. Для более ясного представления о событиях, связанных с возникновением государства Добротича, необходимо изучить эволюцию и развитие этого государства, которое стало важной региональной силой, участвовав в борьбе за трон Византийской империи или за контроль над устьями Дуная. Следует также отметить, что исторические источники Средневековья достаточно скудны. Большинство из существующих источников написано при дворах королей и правителей, что делает их предвзятыми. В то же время они часто неточны и противоречат друг другу, поэтому вокруг возникновения государства Добротича возникло множество мифов. Появление Добруджанского государства обусловлено благоприятным местным контекстом. В условиях, когда татарское влияние в Нижнем Дунае ослабило власть болгарского царя Феодора Святослава, а также на фоне внутренних боев Византийской империи, порожденных борьбой за престол между Иоанном V Палеологом и Иоанном VI Кантакузином, автономия добруджанского политического образования укрепилась. Кроме этого, в то время присутствие османов в регионе еще не ощущалось достаточно сильно. Старые местные особенности воскресли, возрождающийся добруджанский феодализм укрепился и потребовал
собственной организацией. Появились первоначальные элементы средневекового государства. В исторических документах новое государство можно найти под названием Карвуна-Хора, Карбонум или Добруджанский деспотат, у которого столицей была сначала Карвуна, а затем Варна. Формирование Добруджанского государства в XIV веке имеет большое историческое значение, так как это первое и единственное государство или государственное образование, созданное на территории Добруджи в Средневековье. На пике своего развития новое государство раскинулось между Дунаем и Черным морем и имело стратегическое географическое расположение. Порты Черного моря представляли возможность участвовать в международной торговле, а плодородные земли способствовали выращиванию зерновых культур и разведению скота. Хотя формирование Добруджанского государства связано с именем Добротича, впервые упоминается политический лидер в 1346 году по имени Балика, чье имя, вероятно, происходит от куманского слова «балык», что означает «рыба». Скорее всего, в честь Балики был также назван город Балчик. Однако, возможно, что ядро Добруджанского государства сформировалось еще раньше. Исторические документы указывают на то, что уже с 1325 года в этом регионе существовала митрополия. В церковных документах упоминается, что патриарх Константинопольский назначает Мефодия митрополитом Варны и Карбона. Эту информацию подтверждает и гагаузский историк Степан Булгар, который упоминает, что впервые гагаузское государство упоминается в 1337 году в письме, направленном болгарским царем Иоанном Александром папе Бенедикту XII. Лидер и создатель новообразованного государства, православный архиерей Балика, сумел дипломатическими и военными средствами объединить агузов, куманов и сельджуков в одно государство, став устрашающей силой не только в Добрудже, но и во всей Болгарии, поддерживая в то же время очень хорошие отношения с императрицей Византийской империи Анной Савойской. Государство, возглавляемое Баликой, пользовалось престижем, поддерживая связи с Византийской империей, болгарским царством в Тырново, татарами, венецианцами и генуэзцами. Балика, по-видимому, заключил также договор о союзе с болгарским царем Шишманом, направленный на регулирование общих экономических, политических и оборонительных интересов. Также современные историки упоминают, что Балика непосредственно вмешался в конфликт за византийский престол между Анной Савойской и Иоанном IV Кантакузино. По просьбе императрицы Анны Балика отправил в помощь армии избранных 1000 солдат во главе с его двумя братьями Теодором и Добротичем. Гагаузские историки говорят о Добротиче, что он проявил высшую храбрость и преданность, и императрица Византийская назначила его архонтом города Мидии. Добротич оставался в Константинополе примерно до 1357 года, когда после смерти своего брата он вернулся в Каварну или Карвуна-Хора и стал правителем Добруджанского государства. Если Балика проявил истинные навыки лидерства, оказавшись сильным местным правителем, способным вмешиваться во внутренние конфликты Византийской империи, то его преемник смог преодолеть ограничения регионального лидера и осуществить политику большого значения на Черноморском побережье. Добротич смог укрепить свое господство и даже достичь ряда завоеваний. Во время его правления продолжилось укрепление Добруджанского государства, которое достигло пика своего развития. Византийский хронист Лаоник Халкандин назвал Калиакру крепостью Добротича. Добротич укрепил армию государства и даже создал собственный флот. Его государство имело красный флаг, а посередине был изображен белый герб в виде петуха, который якобы символизировал преданность православию, гордость, храбрость и независимость Добруджанского государства. Во время правления Добротича был завоеван город Варна, и столица государства была перенесена из Карвуны в Варну. Добротич вступил в конфликт с Венецией и Генуей, а в 7 десятилетии XIV века вместе с болгарами они вели серию сражений за господство над портами Килья, Вечина, Ликостома, Кафа. Добротич завоевал устье Дуная с крепостями Облучица, ныне Измаил в Украине, и Килья,
остров Змеиный, а также порты Констанца и Мангалия, бывшие древние крепости Томис и Калатис у Валашского княжества и Селистра у Великотырновского царства. Добротич умирает в 1385 году в неизвестных обстоятельствах, и власть переходит к его сыну Иванко. В этот период сила и влияние Османской империи значительно возросло на Балканском полуострове, и турки даже угрожали завоевать Добруджу. Зная об этом, Иванко установил торговые отношения с Генуей. Генуэзцам были предложены земли в Карвуне для строительства складов и католической церкви, а также им была предоставлена свобода торговли в добруджанских портах. Кроме того, в Карвуне было учреждено генуэзское консульство. Иванко был последним правителем добруджанского государства и в последний раз упоминается примерно в 1400 году в литовской хронике. После завоевания Османской империи Балканского полуострова то, что осталось от добруджанского государства под управлением Иванко, стало непосредственной мишенью захватчиков. Гагаузовед Мария Маруневич упоминает, что в 1393 году добруджанское государство состояло только из Калиакры и Варны, которые были немедленно захвачены. А в 1396 году был захвачен Видин, что привело к исчезновению Болгарского царства и Добруджанского деспотата, завершив процесс подчинения Балкан Османской империи. Румынская историография на основе источников тех лет доказала, что Добруджа была включена во Влашское княжество во время правления Мирчича Батырына в 1388 году, а затем оккупирована Османской империей в период с 1397 по 1404 год. После поражения и захвата Баязида I Илдырыма Тимур-Ленком в битве при Анкаре 20 июля 1402 года Османская империя потеряла Анатолию и началась борьба за престол между сыновьями султана. Мирчич Батырин воспользовался благоприятной ситуацией, чтобы вернуть Добруджу, которая оставалась частью Влашского княжества до 1418 года. Трудно сказать, было ли государство Добротича государственным образованием, созданным вокруг агузов, особенно учитывая, что Добруджа всегда была этнически мозаичным регионом. Этническая карта Добруджи, составленная Арестом Тафрали в 1913 году, является убедительным свидетельством в этом отношении. И маловероятно, что какой-либо конкретный народ оставил свой след на государстве Добротича. В то же время мы не можем говорить о существовании национального сознания среди населения, но мы точно говорим о местном сознании, связанном с местом рождения и проживания людей. В Средневековье не существовало понятия этничность, и принадлежность к нации имела разные значения. Народы не определялись языковыми критериями, а скорее верой, отношением к хозяину или религией. Теория гагаузских историков о том, что государство Балики Добротича и затем Иванко было гагаузским, является одним из многих гипотез или одной из многих гипотез и не основывается на надежных источниках. Нигде в источниках того времени не упоминается, что Добротич был гагаузом или агузом. Эта теория может быть так же жизнеспособной, как и теории, утверждающие, что тертеры из этой династии происходят, три добруджанские династии являются болгарами или влахами. Поэтому нельзя считать ее достоверной и нельзя говорить о гагаузском государстве в Добрудже. Один факт, в котором мы уверены, заключается в том, что предки гагаузов были частью государства Добротича, а после завоевания Добруджи Османской империи гагаузы попали под юрисдикцию османских властей. Период, когда гагаузы находились под османской оккупацией, является наименее известным. В османских источниках существует немного информации о гагаузах. Ахмед Джебеци утверждает, что этническое имя гагаузов не использовалось в турецкой официальной летописи или официальных реестрах. Они могут отличать гагаузский народ только по прозвищам, цитатам, которые османы использовали, когда обращались к христианскому населению. В следующем выпуске Nocta Life History мы поговорим о причинах массовой миграции гагаузов с территории Османской империи в Молдавское княжество, особенно в Южную Бессарабию. Не забывайте подписываться на нас в YouTube и в Facebook и делиться нашими видео, чтобы его увидело как можно больше людей. До свидания.